Вот вы сказали, что после распада Сарира образовалось несколько государств, преемников этого государства. Это какой период? К какому периоду можно отнести возникновение нуцальства тогда? Ну, нужно иметь в виду, что постепенное распространение ислама с Дербента и с Цора, то есть Алазанской долины, оно постепенно в какой-то мере откалывало, как бы Сарир терял свои территории, и где-то к началу XIV века, ну, это в ходе распространения ислама, можно сказать. При распространении ислама происходило постепенное, как бы сказать, сокращение Сарира, и сокращение культурного, религиозного, политического пространства, под которым понимался Сарир. Ну вот, окончательно, вот, когда мы можем сказать, что нуцальство было вот такой формы, которую мы принято считать вот сейчас? Условно можно сказать, что где-то в XIV веке это произошло. Где-то во второй половине XIV века дагестанские авторы на основе письменных источников говорят, что во второй половине XIV века произошел внутренний кризис, связанный, опять же, с укреплением ислама, внутренними, как бы, разногласиями. Временно нуцальская власть была скинута, условно говоря. Установилась власть сильных, влиятельных лиц, нуцалчи, или как их назвать. То есть в период феодальной раздробленности, где-то 10 или 20 лет, сколько он длился, точно сложно сказать. И где-то к концу XIV века, можно сказать, произошло переформатирование государства. И, как мне кажется, с этого времени можно говорить уже об аварском нуцальстве, а не о Сарире. Хотя формальное принятие ислама, официальное принятие ислама можно плюс-минус 1302 годом окончательное принятие ислама как государственной религии датировать, но где-то до 1365 года в Хунзахе еще имелся и Наплата, и вокруг него имелось довольно много, как бы, христиан, и христианская церковь как институт, она функционировала, и подтверждение этому есть в грузинских источниках. Ну, хотя вот государственная религия ислам стал в Сарире. Почему как бы так государственная идеология не смогла сплотить новое государство идеологию? Народ все еще был, видимо, далек от новой государственной религии идеологии, да? Что произошел такой внутренний кризис? Тут, наверное, несколько причин, и даже климатических, и как бы законов внутреннего развития. Во-первых, нужно сказать, что еще с IX века Дербент и в целом мусульманская государственность Ширвана, Южного и Восточного Кавказа, она имела многовековую уже историю борьбы с Сариром как христианским государством. И поэтому в мусульманской историографии установился нарратив, что нуцалы Сарира — это, как бы сказать, противники ислама, это не есть хорошо, там, и так далее, так далее. То есть установился негативный имидж, да. И в связи с этим, как возможно, что этот нарратив был перенесен и на, собственно, дагестанскую почву с полным распространением здесь ислама. Нужно сказать, что само распространение и установление ислама на Хунзахском плато тоже оно довольно было сложным процессом. Где-то в середине XIII века несколько сражений имело место, 1247, 48, 56, где-то приблизительно в таких годах. И после первичного установления ислама произошел через 20-30 лет обратный слом этого процесса, и снова где-то на 2-3 десятка лет установилась прежняя династия, и христианская церковь как бы восстановила свои позиции. И в итоге, в отличие от других государств Дагестана, официальное принятие ислама было результатом, скажем так, консенсуса между газийскими центрами Восточного Дагестана и аварскими нуцалами, правителями, скорее можно сказать, царями Сарира, поскольку в арабских и других источниках они называются именно маликами Сарира.
ну, то есть по-арабски царь. Последний христианский правитель это Суракат, его предпоследний имеется в виду. Потом его сын Бояр, который чеканил эту монету. После Бояра был его сын Андуник, и с принятием ислама он как бы переименовался Амир Султана, и под этим именем вошел в историографию дагестанскую. И из рук, скажем так, Абдурахмана Аш-Шами, более известного как Абу Муслим, он принял ислам как государственную религию, но в то же время, в отличие от других государственных образований Дагестана, там сохранилась власть нуцалов. И христианская церковь и влиятельные христиане все еще продолжали жить на Плато и в других центрах Аварского, ну, бывшего Сарира. Поэтому где-то, на мой взгляд, по косвенным как бы свидетельствам можно сказать, что до 1365 года эта ситуация как бы плавно развивалась, и где-то в 1365 году произошел внутренний кризис, связанный с тем, что часть населения столицы Сарира, она прочно установились там исламские как бы традиции, а в другой части она все еще оставалась христианской, и тут уже возник конфликт, и часть вот этой христианской элиты вынуждена была переселиться в Ругуджу, вернее там основать крепость, построить церковь. Есть дата строительства церкви в Ругудже. И есть более поздние свидетельства о том, что именно часть нуцарской династии, часть нуцарской фамилии, которая не захотела принять ислам, она именно переселилась в Ургуджу, построила там церковь и так далее, так далее. Поэтому мы можем сказать, что с большой долей вероятности, что именно тогда произошел этот, скажем так, конфликт.